Плечом к плечу в последний бой на этих рубежах шли солдаты из 50 регионов нашей великой страны. По результатам архивно-исследовательской работы установлена страшная статистика потерь личного состава военнослужащих на этом небольшом рубеже. Вслушайтесь в эти цифры. Казахстан – 405, Узбекистан – 214, Республика Саха-Якутия – 114, Украина – 102, Мордовия – 92, Москва – 91, Калининская, ныне наша Тверская область – 70. Кто-то из них обрел покой в братских могилах, а кто-то еще остается на месте своего последнего боя. Хочется сказать, выразить слова благодарности постоянному представительству Республики Саха-Якутия, администрации района и, естественно, правительству Тверской области за то, что сохраняем память, за то, что передаем молодежи это знамя памяти. И вот благодаря совместной работе Фонда ветеранов Крайнего Севера, постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, Якутскому землячеству, у нас появляется еще одно памятное место. Сегодня мы открываем мемориал в память погибших воинов-якутян. Выражаю огромную благодарность всем собравшимся, постоянному представительству республики, Якутскому землячеству, Фонду ветеранов за совместную работу. В надежде, и не только в надежде, а с полной уверенностью на то, что работа по благоустройству этого места будет продолжена нами всеми вместе в будущем. В Сибири не было войны, но бесконечно павших в списке. В Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски. Сибирь, кормившая страну, ждала нас, мучаясь и печались. Из 100 ушедших на войну всего лишь 3 возвращались. В Сибири не было войны, но ширилась Сибирь полками, и лучших воинов страны с тех пор зовут сибиряками. Эти стихи башкирского поэта Ивана Краснова, они очень концентрированно выражают ту историю, которая случилась здесь в 41-42 годах, и которая навсегда будет вписана в страницы Великой Отечественной войны. Мы, якутяне, можно нас называть сибиряками, дальневосточниками, северянами, но смысл тот, что наши земляки, в том числе якутяне, из которых формировались в 1941 году знаменитые сибирские полки, стояли насмерть и смогли преломить ход войны в 1941 году под Москвой, а затем здесь, на Ржевской земле, Зубцовской земле, в 1942-1943 годах. Из Якутии ушло почти 64 тысячи человек. И более 35 тысяч осталось навсегда на полях сражений. Мы сражались, конечно же, не только на Тверской земле. У нас есть места памяти якутян в Ленинграде, Ленинградской области, Новгородской области, ваших соседей, в Сталинграде, на Курской дуге, в Севастополе. И везде мы стараемся, якутяне, очень бережно относиться к памяти, которая уже вот прошло 75 лет. Мы стараемся хранить и восстанавливать эти страницы истории. Вот, на этом месте отдали свои жизни наши земляки, якутяне. Ну, на данный момент известно достоверно о 121 человеке. Сколько еще будет поднято, сколько еще будет опознано вот благодаря великому просто героическому труду поисковых отрядов. Вот представители здесь есть. Вот, прежде всего, конечно, им огромная благодарность, потому что вот даже здесь, смотря на
первую табличку. Здесь вот 4 моих однофамильца, они, возможно, мои родственники. То есть, вот Габышевы, да, вот 4 фамилии снизу. Они все из Алекминского района Якутии. Это наверняка моя родня, потому что я сам оттуда родом. Вот, ну, это в любом случае. И великая просто признательность администрации Зубцовского района, Елене Александровне Николаевой за разрешение, которое она нам просто вот выдала на устройство вот этого замечательного мемориала. Это нужно не только нам сегодня, находящимся здесь, это нужно нашим потомкам. Те, которые придут, особенно молодежи. У нас сложились хорошие отношения с отрядом «Броня», и вот в 2017-2018 году у нас ребята с Якутии принимали участие, даже поднимали бойцов. Как связь времен, я хочу поколению сказать, что в составе группы, которая приезжала в 2017 году, была внучка знаменитого снайпера Охлопкова, она здесь работала, который прошел Уджерскую битву с февраля 42 года до самого окончания. Здесь на Уджерской земле. Сегодня много было сказано уже правильных, верных слов. Хотелось бы, чтобы действительно была преемственность поколений, чтобы наша молодежь, наши будущие поколения помнили, чтили, ценили тот подвиг, который для них совершали наши предки. Были живыми, как время, мы были большими, как время. Теперь мы в легендах прославленных дней. Теперь мы в поэмах и прозе. Теперь мы в граните и бронзе. Теперь мы в безмолвии, мы в безмолвии, мы в безмолвии могильных камней. Теперь мы в поэмах и прозе. Теперь мы в граните и бронзе. Теперь мы в безмолвии, мы в безмолвии, мы в безмолвии могильных камней. Спасибо за память, потомки, спасибо за верность, потомки. Спасибо за то, что аллеет заря. Не зря мы над смертью смеялись, не зря наши слезы и ярость, не зря наши песни, наши песни, наши песни и клятвы, не зря.